Там я в одном видео, а сейчас я его в первую очередь, кажется, выложил в YouTube, закачивается. И там я написал заголовок, может, переделать буду. Раньше татарский язык был богаче, хотя правильно сказать, лексика была богаче. И эта лексика на глазах тает, как лед под весенним солнцем. Почему? Да вот труды какие-то люди пишут, филологи, им как-то, наверное, как-то оплачивается. А у нас вот ради принципа надо что-то там доказывать людям. И все равно они остаются неудовлетворенными, потому что они ждали, что ты не будешь доказывать, не будешь тратить силы и нервы. А потом, когда ты доказал, они вместо того, чтобы... Главное ведь цель должна быть истина. Истина, если восторжествовала, вроде какая-то благодарность, реверанс какой-то вежливости должен быть. Дескать, что-то познал. Вот настолько у некоторых сидит в душе убежденность вот в этом. И если кто-то попытается их переубедить, они как будто кто-то на святое покушается. Вот, на святое прям буквально. Вот у меня слово одно запомнилось, когда я приехал в Татарстан, работать в редакции первые годы и жил 5-6 лет в общежитии педагогического института. И ходил, я вот видел коров там в окно, они паслись. И пошел искать, чтобы молоко покупать деревенское. А потом, значит, а бабушка там чуть ли не как родственника мне стала воспринимать своего, как второго сына. Там ее подруги смеялись, говорят, у нее небрачный сын, дескать, есть. Вот. Ну, очень хорошие люди были. И вот я от нее слышал, она говорила, ору, ору. Я зачастую, конечно, полагал, что это, наверное, то-то означает. Я все-таки в наших краях, допустим, в Оренбургской области, откуда я родом, на Урале татары, они практически не использовали эти слова. Не доводилось слышать. И поэтому мне крайне интересно было ору, ору. И вот я сегодня ради интереса в словарь заглянул. Я до этого, конечно, догадывался смысл слова. А вот ору это значит чистоплотный, чистый, приятный, хороший, дескать. Вот что означает ору. Ару, ару. Вот. И таких слов очень много. Это еще ладно, повезло слово. В словаре есть. Хотя обычно, насколько мне известно, нормальные, когда вот слова употребляются, там лексика всегда пишут местные, там, диалектическое и прочее, прочее. У нас, у татар, есть астраханские, там, сибирские, уральские, мы вот оренбургские. Есть еще у нас слова, там какие же у нас это употребляются, вот, положим, нижегородские, они употребляют. Это сколько этих слов не перечесть. Ну, в словаре нет. Чтобы там пометка была, диалект, дескать. Хотя эти профессора, доктора наук готовили это все. Удивительно это смотреть. А огромный, если был в словаре, наверное, вряд ли заинтересовал. Потому что мне вот бесило, там я даже демонстративно на целые страницы от начала до конца наискосок ручкой вычеркнул. Почему? Потому что там вот идет буквально страницы 2, 3, 4. И вот аббревиатура, допустим, что там у нас? Индустрия, коммунизм, социализм. Вот для чего это нужно? Это просто лажа или это просто, знаете, как-то люди вообще так, как у нас подходят к этому? Как это называется? Вот у этих людей там искушение было. Взять и просто паразитировать, тупо переписывать пришедшие с русского языка слова. Их же в 20-е, 30-е навязывали, потому что я помню,
слово мухарир, значит, редактор, он очень так поздновато стал употребляться, это слово, потому что писали баш редактор. Вот. И Жаваплы Сархатип тоже старались как-то ответ секретарь как-то изворачиваться, писать. И я вот сказал о том, что у нас на татарском языке выходит городская газета, и там они в социальной сети, которая запрещена на территории России, они там употребляют некоторые слова, там подписчиклар. Какой подписчиклар я им пишу? Абунаше? Нет у нас слова подписчик, это русское слово. И они вот десятками, или безграмотность повальная, скорее всего безграмотность. И они там пишут русские слова в татарской газете. Это просто, потому что они не знают языка, скорее всего. Ну а корректора куда смотрят? Вот поэтому я, честно говоря, в большом изумлении нахожусь по поводу того, что как у нас язык с одной стороны тает, с другой стороны ничего не делается. И вот есть люди, которые всеми темами занимаются, и я поражаюсь иногда в Казани, сколько они там на всяких референдумах, на всяких симпозиумах, на всяких сидят там с деловым, с умным видом, на телевидении дают интервью, они обсуждают. А где какие-то подвижки, честно говоря, я не ощущаю. Они просто, кажется, может пиариться, что-то там делают вид, а на самом деле, по сути-то они, наверное, ничего особенного-то пока, к сожалению, результатов от них нет. У меня такое складывается впечатление. Вот тут мне люди нужны на этом этаже. Поэтому я не знаю. Пока, наверное, до свидания. Тему продолжим, если вам интересно.